В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абоев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, чем запомнится вторник, 31 марта. Ликвидация последствий паводков. Вода еще не успела полностью уйти с улиц, а восстановительные работы уже развернуты во всех районах. Как работают спасательные службы и какая помощь оказывается пострадавшим. Вектор развития. В рамках народной программы партии реализовано множество значимых проектов. Рамзан Кадыров посетил форум «Есть результат», где подвели итоги народной программы «Единой России». Легенда чеченской эстрады. Благодаря поддержке главе Чеченской Республики сегодня мы можем проводить подобные мероприятия, юбилеи, вечера памяти таких значимых и великих людей, как Валид Дагаев. В Грозном с участием главы отметили 85-летие со дня рождения Валида Дагаева. Символ силы духа, преданности искусству и безграничной любви к своему народу. Именно так говорят о народном артисте Валиде Дагаеве. Глава посетил вечер памяти, приуроченный к 85-летию со дня рождения легенды чеченской эстрады. Более 50 лет он прославлял культуру народа на мировых сценах. Валид Дагаев – целая эпоха, представитель поколения, стоявшего у истока возрождения национального искусства, истинный хранитель культурного кода. О творчестве артиста в репортаже Рабиат Гайтиевой. Имя Валида Дагаева навсегда остается в истории чеченской культуры как символ силы духа, преданности искусству и безграничной любви к своему народу. Его творчество стало отражением целой эпохи. Его песни повествуют о судьбах людей, боли разлуки и радости возвращения, величия родной земли и уважению к другим народам. В памяти о выдающемся артисте в Грозном прошел торжественный вечер, приуроченный к 85-летию со дня его рождения. При входе в дом торжеств организована зона памяти артиста. Здесь каждый желающий может рассмотреть личные вещи, награды, а также музыкальные инструменты Валида Дагаева. Кроме того, для наглядности есть портреты исполнителя. Близкие вспоминают его как человека удивительной стойкости, скромности и душевной щедрости, а коллеги как мастера, который чувствовал каждое слово и каждую ноту. والد على سديتهم دقم شدو ديتن سوال والد هنا شاهد أدم ديش ور ميرزا ور جيمشن جيما ور وقشن وقه ور والد قوم خلات الدنيا ندم ويش ديك إلنا شور ديك أدم دار ديك نقدات أعطونا تحلق تحردوا الغوم دور سقواتر كيد ور ميرزا ور ناس دائما دقيقة شاقة يشتغلش ويشتغلش وريلش бош خز حيخم باش. Зрители начали собираться задолго до начала. В холле и зале царила особая атмосфера. Люди приходили с семьями, чтобы стать частью этого важного культурного события. Вновь услышать знакомые с детства мелодии и отдать дань памяти великому исполнителю. قالنا ديريز خليشون هتقدر ديريز خليشون كيجيشان خالي شو مش دورش без культуры нет нации бог онис аламаташ да дигли ворезиндела. Сын артиста Магомед Дагаев отметил, что для семьи особенно важно видеть, как творчество его отца продолжает жить, а его вклад в культуру не забывается. В его словах звучала искренняя гордость и благодарность тем, кто хранит память о нем. Мероприятие это все остается нашей молодежью. Они должны видеть, они должны знать, что у нас было, что не было. Так, надо им все это рассказывать. Ну, хотя мы раз, вы хакмаш был, еще целый года, еще сахар швой сейчас. Сун угар халха, вы дехали президент Ахмад Хаджидал, обладатель. Цул бог тидам, чол ларам бисасадин. Так, цул Рамзан Ахмадович, ищет ларам бястин тидам бяшаве. Так, вы будущие мои. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры страны в рамках реализации проекта «Сфера народного творчества» в 2026 году. Оно объединило в себе концертную программу и воспоминания современников. Директор Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, заслуженная артистка России Элина Муртазова, отметила, что именно такие исполнители, как Дагаев, становятся примером для молодых
молодых артистов своим профессионализмом и любовью к народному творчеству. Валид Дагаев – это человек-эпоха, человек-легенда, который в самые тяжелые времена после выселения вернулся на свою родину, Чеченскую республику, и возрождал чеченскую культуру, чеченский фольклор. Благодаря поддержке главе Чеченской республики сегодня мы можем проводить подобные мероприятия, юбилеи, вечера памяти таких значимых и великих людей, как Валид Дагаев. Сегодня творчество Валида Дагаева продолжает жить. Многие молодые исполнители исполняют его легендарные композиции. Поэтому, конечно, очень важно, когда современная молодежь знает свои истоки и несут нашу молодежь, нашу прекрасную культуру, наши традиции, наши обычаи. В зале собрались родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники артиста. Особым гостем стал глава Чеченской республики, герой России Рамзан Кадыров, подчеркнувший своим присутствием значимость личности Дагаева для всей республики. Перед началом вечера Рамзан Ахматович ознакомился с композицией, составленной из личных вещей Валида Читаевича. Было отмечено, что эти вещи – часть его жизни, в которой чувствуется искренняя любовь к своему народу. Дамбра. Казахский национальный инструмент дамбра. Казахин духарцани цани делдар за Казахстане бол что или эльч казахин маттах. Ара Валид Канку Махмад. Ну, представляю, да. 60 лет были Аматаж. Да, это не дышка, муса, вы кто ходил? Будем мы сада, да? Да. Газ ваш очень помню. Очень сахар. Ja, zo kussen, hè. Zou je eerst gaan? Daarbij. Is dat zijn bord? Van de hier, moet je dan ook rijden. Устроен город. В 65-м году первым самой песни «Танцы первого устроения. Die zijn het net. Ah, hier. Что-то говорю. Это куньбу. Я нахожусь в костюме. Когда нахожусь? Сосок, да, Бетон делал, да. Zodat een scène de woord hier in Dubai. Он давил, шайт и костюм. Hallo, dat is het same dat deze wat bedoelt. Zo. Had ik Концертная программа объединила известных артистов и творческие коллективы, которые исполнили лучшие произведения Дагаева под живое сопровождение оркестра народных инструментов. Сценарист памятного вечера, кавалер ордена Кадырова, народная артистка страны Аймания Идамирова хотела, чтобы каждое выступление стало отдельной историей, наполненной уважением к мастеру. Мы обсуждали репертуар, который будут исполнять наши артисты. Все песни Валида Дагаева, они известны, но были особенные такие песни, которые и он и сам любил, и он любил их петь на каждом концерте. И мы основывались именно вот на таком репертуаре. И как признались сами артисты, исполнять песни Валида Дагаева для них большая честь и особая ответственность. Валид мой халка, илан чуэр хилма везу, нохчи илан. Валид суон духуеш, так вот мерали адвинас, ладиан ир Валид Дагаев илеш. Бакичар ладу жуэр. ويناخ كازاخستاني بوخين خلونش ويناخ يا يولشين نه دوغيس والوالد دغاي إليش خش خيلما ديز نوخشي مقام بو نوخشي تشنشدو إيش خلاف يزت نوخشي إلا نشغل ويز نوخشي كانت خلويز. Стоит отметить и молодых артистов, которые продолжают традиции великого композитора. Так Хусейн Азизов исполнил композицию «Братьям казахам». Произведение пронизано идеей братства народов и исторической памяти. Ярким моментом вечера стало выступление народной артистки России Макки Межиевой, которая вновь напомнила зрителям о глубине и мелодичности наследия Дагаева.
За кулисами артистка поделилась с нами своими эмоциями после выступления. Зал не смог остаться равнодушным. Под песни Вальда Дагаева каждый зритель невольно начинал подпевать. Не остался в стороне и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он поддержал композицию «Баху», прозвучавшую в исполнении заслуженного артиста страны Шерпуди Исмаилова. Зрители встречали каждое выступление с особым теплом. В зале не скрывали эмоции. Для многих это была редкая возможность вновь услышать любимые произведения на большой сцене. Сегодня мы с огромным желанием и стремлением проводим подобного рода проекты, поскольку именно благодаря поддержке нашего уважаемого главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова поддерживаются и молодежью, и организаторами подобного рода проекты. И то, что при поддержке главы мы сегодня пропагандируем нашу культуру и именно такую колоритную фольклорную культуру, это говорит о том, что наше наследие, наше творчество и творчество наших мэтров и известных деятелей, ветеранов культуры, оно будет жить всегда. Среди гостей были представители других регионов. Так, Анастасия приехала в Грозный из Санкт-Петербурга и поделилась, что давно хотела познакомиться с творчеством Дагаева ближе. Осталось неизгладимое впечатление. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, которые нас познакомили с достоянием Чеченской Республики. И хотела сказать, что несмотря на разницу языков, мы говорили на одном языке. Я думаю, мы говорили на языке музыки. Спасибо вам огромное. После концертной программы на сцену вышли гости вечера, чтобы в знак памяти об артисте сказать несколько слов об его наследии. Среди выступивших министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов, подчеркнувший значимость творчества Дагаева для национальной культуры. شيء قام دغدي يشغلر شيء كولتوري يشغلر طبعا والد ويز ووتا قشرا إيشوغان قوش قدام وحوي إيشتونا وي بز كولتور بلواي وينو أرداك أسنش بيتبير بعد سير سيدي دو دا مغلادونا إيش تانقيتش دا مغلاخذ سيخسي دا عردو мероприятие гульяш одештона хабехкандона федеральный центр. Тоже приехали гости. Людмила Александровна, вам тоже спасибо огромное за поддержку нашего проекта. И с помощью Министерства культуры Российской Федерации, я думаю, что такие проекты в Чечне будут реализованы еще много и много. Далее состоялась церемония награждения. Отличившиеся деятели культуры были удостоены почетных наград от главы республики. Награждал их министр ведомства Иса Ибрагимов. Указом главы Чеченской Республики присваивается почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» Матаеву Магомеду Руслановичу. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Ясаев Магомед Зайнудинович, художественный руководитель сельского дома культуры сельского поселения Валерик Ачхой-Мартановского муниципального района. Отдельно Министерство культуры региона наградило сына юбиляра Магомеда Вальдовича Дагаева. Приказом ведомства за существенный вклад в развитие культуры мужчина был удостоен нагрудного знака. Наградить нагрудным знаком Министерства культуры Чеченской Республики за развитие культуры Дагаева Магомеда Валидовича. Кроме всего прочего, на мероприятии представили юбилейный сборник из 74 песен артиста. Это значимый вклад в сохранение его творческого наследия. Музыка Вальда Дагаева вновь объединила людей, напомнив о том, что подлинное искусство не знает времени и продолжает жить в сердцах. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
В Грозном состоялся региональный форум партии «Единая Россия. Есть результат». Обсуждали итоги пятилетней реализации народной программы. Мероприятие объединило 200 участников, представителей республиканской власти, депутатского корпуса и общественных организаций. В работе пленарного заседания принял участие Рамзан Кадыров. О том, какие ключевые тезисы прозвучали на форуме, репортаж Турпалали Тайсумова. Народной программе «Единой России» форум «Есть результат» исполнилось 5 лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, как член Высшего Совета партии, принял участие в форуме вместе с многочисленными официальными лицами, представляющие фракцию. На встрече был задан вектор дальнейшего развития региона. Председатель правительства Магомед Даудов в своем докладе предоставил комплексный отчет о реализации программы, подчеркнув, что все инициативы партии находят практическое воплощение. Например, построены школы, детские сады, проведен капитальный ремонт в 140 образовательных учреждениях. Есть успехи в сфере здравоохранения, спорта, культуры. А отправной точкой стала деятельность первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Именно благодаря вниманию Рамзана Ахматовича к нуждам каждого жителя, Чеченская Республика сегодня является лидером по показателям реализации народной программы партии «Единая Россия». Важнейшей задачей которой является решение ключевых социальных, инфраструктурных и экономических задач страны. Депутаты фракции «Единая Россия» активно участвуют в ее реализации, совмещая законодательную деятельность с практическим контролем над исполнением партийных проектов и федеральных инициатив. Основные направления работы, такие как газификация, строительство и капитальный ремонт образовательных и медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры и благоустройства городской среды, способствует созданию комфортных условий для жизни. В рамках народной программы партии реализовано множество значимых проектов. Такой позитивный фон положительно влияет на дальнейшее развитие региона и укрепление социального единства. Построенные 81 детский сад и 124 школы стали основой для улучшения доступа к качественному образованию, что является важным шагом на пути к формированию будущего поколения. Особое внимание уделено улучшению условий проживания студентов. Капитальный ремонт 10 студенческих общежитий позволил создать более безопасные и комфортные условия для жизни молодежи, что способствует повышению качества образования в целом. Важным аспектом социальной политики региона стали программы по дегазификации. Заключено 18 990 договоров, что повысило уровень комфорта в наших домах. Значительные достижения отмечены и в области здравоохранения. Строительство 38 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также 3 участковых больниц существенно улучшили доступ медицинских услуг. Приобретение 98 машин скорой медицинской помощи повысило оперативность и качество медицинского обслуживания. В рамках программы построено 14 спортивных объектов и проведен капитальный ремонт 42 существующих, что создает новые возможности для занятий спортом и активного отдыха. Культурное развитие также не осталось без внимания. Построено и отремонтировано 42 культурных объекта, а также модернизировано 13 детских школ искусств. Благоустройство стало еще одним важным направлением работы. В рамках программы было благоустроено 160 дворов и 298 общественных пространств, что сделало города более привлекательными и комфортными для жизни. Инфраструктурные проекты включают строительство и ремонт 50 мостов и 2000 километров дорог, что значительно улучшило транспортную сеть региона. Важным аспектом программы стало привлечение специалистов в образовательную и медицинскую сферу. Участниками программы «Земский учитель» стали 458 педагогов, а в программе «Земский доктор» приняли участие 795 врачей. Не менее значимым являются успехи программы «Пушкинская карта», охватившей 388 тысяч человек и способствующей популяризации культуры среди молодежи. В рамках создания центров образования «Точка роста» было открыто 379 таких учреждений,
что позволяет детям развивать свои навыки и таланты. Еще одним важным направлением стала тема СВО. На форуме отмечено, что в республике создана система адресной помощи участникам специальной военной операции, объединившая представителей всех уровней власти и гражданского общества. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сыграл ключевую роль в поддержке бойцов, защищающих родину от внешнего врага. Семьям защитников Отечества предусмотрены также различные льготы для облегчения жизненных потребностей. Чеченская республика оказывает масштабную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Эта поддержка включает региональные выплаты, помощь в газификации, бесплатное социальное обслуживание, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставление бесплатных путевок для детей и многое другое. Важную роль в этом процессе играет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С начала СВО фонд направил 43 миллиарда 420 миллионов рублей на закупку оборудования, автомобилей, специальных средств и обмундирования для наших бойцов. Также фонд обеспечивает гуманитарную помощь жителям новых регионов и регулярно оказывает материальную поддержку семьям военнослужащих, активно финансируя социальные нужды. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, результаты народной программы – это итог слаженной работы всех уровней власти и тесное взаимодействие с населением. Такой позитивный фон способствует укреплению социального единства в обществе. Мы видим доверие граждан, и это наша главная награда. Впереди у нас еще более ответственный этап. 2026 год станет определяющим для будущего республики. Нам предстоит избрать главу региона, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы и депутатов 15 муниципальных округов. Единая Россия – единственная политическая сила, которая советуется с людьми при выборе своих кандидатов. Важнейшим инструментом этого диалога является электронное предварительное голосование, которое в этом году пройдет с 25 по 31 мая. Уважаемый Рамзан Ахматович, вы нам ставите четкие задачи – привлекать во власть энергичную, созидательную молодежь, участников СВО, активистов, тех, кто готов продолжить созидательный путь Ахмата Хаджи Кадырова. Вся деятельность партии «Единая Россия» основывается на доказательстве того, что мы умеем выполнять обещания. Позитивные перемены в республике укрепили социальное единство и доверие к партии. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди много работы. И я уверен, вместе, единой командой, под руководством нашего лидера, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, мы добьемся всех поставленных целей и сделаем нашу республику еще сильнее, комфортнее и процветающей. Вместе мы победим. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров заявил, что работа партии важна. Он напомнил, что в текущем году пройдут многоуровневые выборы, и каждый из присутствующих должен быть к ним полностью готов. Я приветствую всех участников форума. Все эти годы партия «Единая Россия» несла множество инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан. Строятся школы, больницы, дороги. Все это приносит ощутимую пользу нашей республике. Чеченская республика занимает лидирующие места в реализации этих инициатив, и это результат слаженной работы нашей команды. В этом году нас ждут выборы. Каждый из членов партии должен принять участие в информировании населения. Выбор шут, якобы шуты ёш, ешлон, цундельдон, масарадон, арадон, халовадон, шенхажем бездон, шендол каль бездон, истиадвал давайтад, ахирад из масарадон. Не осталось без внимания главы ситуация с прошедшими дождевыми паводками, из-за которых многим семьям понадобилась помощь. Муслим забыла, хатта, пятиношим дацоидным. Что, к сожалению, ежедневно мониторит Дэшту уже более 30 домов. Соответственно, судьявой был Дэшту. И на Животновский район. 70 рядов, да? Да, Дорни, Чудадон, Солдат, что зря, что стало, 15 лет, да. Это, да, мало.
Так, якой? O yurtadan, engla, gençler biltadan, kelimesi şayoşadan, sensi da diz beni boşu da diz yine şurasına. Orada şey yurtadan, artık şey gelgenler boşadan. Silah ayı bilmiyordu. Hatta. Evet, bu arada. Да, дига да, это да, Аминь. По словам секретаря Чеченского регионального отделения партии, члена Высшего совета «Единой России» Магомеда Даудова, участие бойцов из нашего субъекта в специальной военной операции против представителей киевского режима ведется эффективно, благодаря поддержке со стороны властей. На базе руса нах амабуч диона ибо дабол балд баангуш. Да катвам халуми за матч диона. سوچانا دیون کل دقیقه امروز دلهم تکنیک ابمندروانی کوپتر درون یوم داج سعیدی چی تغنیج دینه وید ازر و نوچی جره و هوکی دبان دیونا تمنو بوتیگا وید ازر دیونا تمنو تر دولو دیش مصو направление سانا عورن دلغن سورن یور مرگ یور تیرت آدینی خیتر Угорье диона там где юшума из-за на данный момент диона технология синий FPV дрона наблюдения идут. Юш рамза матч есть направление диона цханден юшуч нож мусу техник хорден هذا أسود عيول الشعلية حبرو شينيسا ويفون ديره دعيوت شلو تيجي دعيوت شلو ويجرزي تسالين حيوق شلو ديونا فورنشة رمزا ماتش ست ساعات مسيري صرخ باردي صرخ ويباخر ويصرخ خيصاد ديونا الله ديلريس خليل رمزا رحمة شحونا ويدحل ديره بتش وشي صرخ فون كيغل ديشلو ومحكدان أماننا الله دال صادو سان غير عدال ديق الول دال غاز وتقبل دولا وش أراول هنوخشي شو غوش أختوه ويدي عاقدين تيريزم وغبيز سان دي تواملاتين إيش إيشابين نوخشي شو ريسبوبليكا يونيا غوش توه ديون دوق غازوت داقالات شا غازوت يا دال غازوت قبل دول تعقيلونير وش سول دي عديونا إز شيتنس ديونا كيجا وجه شغلت نقول يوقت بتشاقن ديونا إذا أعلى يسيب ديونا يدوق غاز وداق ديون ديريس خليهم دار شيء Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем выступлении рассказал, что с конца 2023 года в республике начала функционировать профильная комиссия. За период ее работы рассмотрено свыше 1000 вопросов социальной защиты, медицинского обеспечения, трудоустройства. Особый блок нашей работы – это социальная и трудовая адаптация вернувшихся к мирной жизни участников специальной военной операции. И наша задача, чтобы каждый защитник Отечества, вернувшийся домой, мог реализовать себя в мирной жизни, обеспечить свою семью и чувствовать реальную поддержку государства и общества. Отдельно первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» остановился на том, какую огромную значимость имеет деятельность общественного фонда. Благодаря президенту фонда Аймане Несиевне семьи участников СВО получают регулярную помощь в самом разном виде – материальном, продуктовом и не только. Кроме того, деятельность фонда «Защитники Отечества» также принесла свои плоды. Каждый вопрос обрабатывается, без внимания не остается ни одна семья. Отдельных слов заслуживает деятельность регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Регулярно оказывается продуктовая помощь. Также ведется планомерная работа по обеспечению жильем семей участников СВО. Понимая, насколько важны для людей комфортные условия проживания, мы им уделяем особое внимание по данному направлению. Внимание, которое Рамзан Ахмадович уделяет участникам специальной военной операции, их семьям и его личное участие в их судьбах, все это создает высочайшую планку для всех органов власти и общественных организаций. Магомед Даудов добавил, что поручения главы Чеченской Республики оперативно выполняются. Для этого Рамзан Кадыров создал все условия. Без его всестороннего внимания были бы невозможны успехи субъекта во всех направлениях жизнедеятельности. إيلن بروتشيني تشقيق مسوكي بلا أعطون أهتو بنا ون مسانا وجوحها وانت وي كيزكم دو كيزك دو كوي تيقير حادا كان هو قيشرا دينيك بارتين وبيلغل دوش تخمسو ديون تيشا وتكون خاقا إذا حبا ديرشكي أتعار مسو آور تكون ستيعنا قوستل ديش دا أتعاري يا بارتي يا نوخجي جوح يتعني ديجي ديون تكون كوما دلو دا أتعار تكون مسانا كوش ديجا أو نحن يقيدوا الناس بوق بتشينا حش يبالت إيه بين استجي لدوخ تشينا بوش ديك هاديش ديك دا إما أعطيك ما ألر أو دعوش ديك ديونا إذا أقري حلقة
Ugur Khalchina, her party, her Nochik, her Mock Berigi, Oshbitten Dion, Sanir Ebek, Esnier Dion, Itabig Wolla, Daldi Wol Dal Raz, Trobol, Ahmad Haji, to Nirte, Iutro Masana Hushnu, Ramzan Hajo, Kuchwa Boche, Maseri Zerdiona, Nochichwa Bakarboy, party Uosh, Tabai, it is a tagu party. Saronik Shbu, Del Res Hilona, Dal Shido, Del Amel Dinigdiona, Way we Bershu Kushar Hlish, is the Ayel Porucheneshu, it's Poruchenesh Dion, Tode Busi Dutchdon, Kahuxdu, Dal Muladiona, way we Bushka Udu, party, she a candidate, Del Res Hila, Dal Dukwa well, Waduhale, Poch Amal Ajikant, Wahins, Wall. Mek da Ramzan Ashri Khalar, Hitsas Magalar Dinos 8% of the Ana, Nochi Omo, Shia, Omont Eshi Republiki, Halwat H, Milhilla, Anger Ima Berkat, Allah, Dale Zers the Ana, Idella Hukshu, Nochi, Omo the Ana, Horjil Khalar, Sutia, Sashi Koyats, Dalmula, Weberska, Udu, Dalmulaha, Siga Hazda Alats the Ana, Kida, Amatajini, Dal Gazot Obel. مهكدين هو رمزان حاجة تعاقد تنديونا هو وشينا حابعبو مسيري ترى خوارنا وندير رئيس خليلا قيمة كل مخ مربياتي ديونا بارتي عوابي أنا أكون حلقة قصاد ديونا حيخر ديش ديونا أو ددي زقالة وشت سكاحة عدالة تنا وندير رئيس خليلا. Профильные министры также зачитали доклады об оперативном решении проблем жителей в связи с погодной аномалией, а также других мерах поддержки разных слоев общества. Деятельность же самой партии «Единая Россия» направлена исключительно на улучшение благосостояния людей. Народная программа партии «Единая Россия» – это основной документ, с которым партия в 2021 году пошла на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. В целом, то, что касается значимости данного документа, наверное, сложно переоценить. Более 400 направлений, программ, которые были включены в данную программу, народную программу партии «Единая Россия», сегодня реализовываются практически более 90% по всей территории Российской Федерации. Это практически, не практически, это все направления жизнедеятельности на людей. Улучшение их благосостояния, повышение социальных каких-то мер поддержки нашего населения. Ну, безусловно, мы знаем, что в связи с началом специальной военной операции в народную программу были внесены серьезные коррективы и изменения, которые были включены в соответствующие меры поддержки участникам специальной военной операции, членам их семьи. Это и законодательная защита, это и материальная защита, это и все направления, которые необходимы. Стоит также отметить, что социально-экономические показатели в регионе также продолжают расти. Торп, Лолита Исумов, Саидамин Мусаев и Сайд Селим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Откачка воды из домов, расчистка улиц, восстановление дорог в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Все профильные службы, коммунальщики и аварийные бригады переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы. Так республика возвращается к привычному ритму жизни. В репортаже Лимды Джамалдиновой и Мадины Кураевой. В последние дни Чеченская Республика провела под ударом стихии. Мощные ливни, накрывшие города и села, сменились звуками работающей спецтехники. Вода еще не успела полностью уйти с улиц, а восстановительные работы уже развернуты во всех районах. От расчистки завалов до ремонта поврежденных коммуникаций. Администрация напоминает штаб быстрого реагирования. Жители Гутурмесского района, чьи дома пострадали от подтопления, заполняют документы. Каждое заявление – детальная опись утраченного имущества. Специальные комиссии выезжают на места, чтобы верифицировать ущерб и в кратчайшие сроки направить средства на ремонт и восстановление. Тот злополучный день люди вспоминают со слезами на глазах, ведь им пришлось бросить все. И Эстония адели, покидаться де, хадяк наду, использование пока чудо еще что-то.
Важно отметить, насколько слаженно сработали экстренные службы в пик наводнения. Оперативность МЧС в ту роковую ночь спасла тысячи жизней. Эвакуация из зон риска прошла без малейшего промедления. И хотя власти развернули пункт временного размещения, со всеми удобствами они остались совершенно пустыми. В этот критический момент проявилось истинное народное единство. Жители соседних улиц и сел открыли двери своих домов, деля с ними и кров, и пищу. Было задействовано почти около 70 специальной техники. Было эвакуировано людей 1149 человек. Нам на территории оказывали помощь сотрудники ОМВД, Росгвардии. Общее количество задействованных людей было более 1000 человек. По поручению главы Чеченской Республики нам была оказана вся возможная помощь для эвакуации населения затопленной территории. Весна 2026 года вошла в историю Чеченской Республики не цветением садов, а ревом взбесившейся стихии. Поселок Кундухово оказался в эпицентре водного хаоса. Масштаб разрушения охватил несколько районов региона. И Тумкалинский, Шалинский, Шатойский, Нажоюртовский. Наиболее пострадал Гудермесский район и город Аргун. Все задействованные службы и ответственные структуры находятся на местах и в усиленном режиме выполняют необходимые мероприятия для стабилизации обстановки. Осуществляют восстановление поврежденной инфраструктуры и расчистку потопленных территорий. По мере необходимости региональные общественники, Ситуация находится на постоянном контроле главы Чеченской Республики. По его поручению для наиболее пострадавших от разгула стихии семей в селе Керлабиной Гудермесского района началось строительство. Скоро здесь появится новый поселок на 100 домов. Территория уже разделена на участки, прорыты траншеи. В настоящее время специалисты занимаются заливкой бетона. Дома возводятся индивидуально для каждой семьи. Самое маленькое жилье составит 126 квадратных метров. По поручению главы субъекта в работе задействованы официальные лица, которые ответственны за процессы строительства. Кров строится для семей, которые сильнее всего пострадали от наводнения в Нажоюртовском районе. Они искренне благодарны за такую помощь, ведь для них это настоящая поддержка и новая жизнь. رمضان أخماتيش إشت بروتشيني يلا تسينوش ديوردو ألا حاجة ثم سارجي بروتشيني هما يلا دال مقلاتوين تون تسينوش ديوشدو дейл рейз хилсунна. На этом месте вскоре появятся новые дома, в которые с радостью переедут семьи, оставшиеся без крыши над головой. Поселок планируется завершить к маю. По данным Министерства здравоохранения Чеченской Республики, пострадавших в регионе не зафиксировано. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Лимда Джамалдинова, Лёма Мандиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал масштабную помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Гуманитарный груз доставлен в Хасавюртовский район, в населенные пункты Экадыр-Атар, Адиль-Атар и Тутлар. В составе генераторы, насосы, мотопомпы, пожарные рукава, защитные комбинезоны и другие необходимые вещи. Эти средства критически важны для ликвидации последствий стихии, восстановления инфраструктуры и обеспечения базовых условий жизни людей. Координацию доставки осуществлял депутат Госдумы Адам Делимханов. Переданная техника позволит оперативно откачивать воду, предотвращать разрушение домов и минимизировать санитарные эпидемиологические риски. Лучшие волейбольные команды из силовых структур встретились в Грозном. Турнир регионального отделения общества «Динамо» приурочили ко Дню Конституции. Цель – укрепление командного духа и популяризация здорового образа жизни. О победителях репортаж Лейлы Муртазовой.
Сегодня они поменяли служебную форму на спортивную. В Грозном сотрудники силовых ведомств Чеченской Республики вышли на волейбольную площадку. Данное мероприятие проводится ежегодно в рамках спартакиады общества «Динамо». Является отборочным соревнованием. В процессе чемпионата формируется сборная команда нашей республики, которая примет участие в федеральных и межрегиональных соревнованиях. Турнир организован региональным отделением общества «Динамо» и приурочен ко Дню Конституции Чеченской Республики. Участие в нем приняли 9 команд, они разделены на 2 группы. Игра проходила сразу на 2 площадках. Игра проходит в быстром темпе, мощные подачи, точные передачи и эмоциональные реакции после каждого удачного момента. Цель чемпионата – укрепление командного духа, популяризация здорового образа жизни и повышение физической подготовки сотрудников. Участники выкладывались полностью, прыжки, удары. На площадке не было места для усталости. Лечи является капитаном команды МВД. По его словам, игра была непростой, но игроки смогли показать характер. Команда наша с 2014 года, почти все игроки одни и те же, 1-2 человека меняются. А так команда все в хорошей физической форме. Игра очень хорошая, упорная. Сейчас мы за выход в финал, у нас была игра с ФСБ. И, можно сказать, на равных мы эту игру прошли. В финале сильнее всех оказалась команда МВД по Чеченской Республике. 2-е место заняла Управление Росгвардии. 3-ю ОФСБ России по Чеченской Республике. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Каждый номер – гармоничное сочетание искусства и спорта. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал цирковое шоу для детей-участников СВО, а также для малоимущих семей, детей с дополнительными потребностями здоровья. Об эмоциях ребят моя коллега. Настоящий праздник устроили для тех, кому особенно нужна поддержка. Благотворительное цирковое шоу организовал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова для детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей и участников СВО. Уже добрая традиция, когда к нам приезжает в республику цирк, по поручению Аймани Нисин мы всегда приглашаем наших детишек на представление. Это благотворительная акция очередная. Сегодня мы пригласили детей, участников СВО, дети погибших сотрудников МВД при исполнении, также дети с ограниченными возможностями. Сегодня они получат уйму позитива, положительных эмоций. И хотелось бы выразить огромную благодарность Аймани Нисин за постоянную заботу, внимание маленькому населению нашей республики. Яркие костюмы, захватывающие трюки и веселые выступления – все это вызвало искренние эмоции у зрителей. Цирковое представление сегодня удивляет зрителей разнообразием номеров. Акробаты выполняют сложнейшие трюки, жонглеры удивляют своим мастерством, ну а клоуны дарят легкое, веселое настроение. Зал был полон ребят, которые смеялись, аплодировали и с интересом наблюдали за каждым номером. Мне понравились клоуны. За ногу. И еще мне понравилось, как были спортивные парни. Я рад, что построил нам Рамзан Кадыров цирк дал Ашоли. Родители выразили искреннюю благодарность за внимание, заботу и возможность подарить их детям радость. Хочу выразить огромную благодарность Аймане Нисине за такой праздник, который дарит она нашим детям. Всех День Дауна, Новый год, День защиты детей. Благотворительная организация на регулярной основе реализует подобные инициативы, направленные на поддержку детей и организацию их досуга. Лейла Муртазова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. За гранью привычного кино в Грозный Мол заработал уникальный 5D кинотеатр. Это 2-я площадка такого уровня в России. До этого технологии были доступны только в Сочи. Зрители ждут 7 захватывающих анимационных фильмов, где границы между экраном и реальностью стираются. Как это работает и что говорят первые посетители в репортаже Ахмеда Рамазанова.
На сегодняшний день подобные кинотеатры в России единицы. Ранее такой формат был доступен только в Сочи. Открытие площадки в Грозном делает регион одной из немногих точек притяжения для подобных высокотехнологичных развлечений. Мы живем в удивительное время, когда технологии стремительно развиваются, и у нас тоже появилась возможность поучаствовать в этом прогрессе. Проект реализован при поддержке фонда имени шейха Заида. Наш 5D кинотеатр предлагает не только просмотр фильмов, но и полное погружение в захватывающий мир, когда картинка перед вами оживает благодаря инновационным технологиям. На торжественном открытии собрались как местные жители, так и туристы. После торжественного разрезания ленты организаторы подготовили для собравшихся фудшет, после чего провели в зал, который сразу же захватил внимание всех присутствующих. Я думала, 5D это что-то такое, вот как в городах у нас есть и 5D уже, и 7D, и 12D. Какое-то кино там показывают и там добавляют спецэффекты. Ну, а здесь другое, я такое еще не видела. Здесь стоишь, и вокруг тебя происходит какой-то мир. Ну, интересно, только голова кружится. Что ты погружаешься, и вокруг тебя все вертится. Реализация проекта направлена на развитие туристической привлекательности Чеченской Республики, расширение городской инфраструктуры досуга, а также создание современных форм образовательного и развлекательного контента для детей и молодежи. Современный кинотеатр с функцией 5D с большим экраном вмещает в себя одновременно 20 человек. В репертуаре кинотеатра широкий выбор фильмов, от захватывающих погружений в подводный мир и встреч с морскими хищниками до космических экспедиций, фантастических сюжетов и познавательных интерактивных программ. Андрей Иленков путешествует по Чеченской Республике. Он случайно узнал об открытии и был приятно удивлен, что в Грозном есть такой кинотеатр. Тема мне близка, я так плюс-минус этим увлекаюсь, и я был в похожем в Сочи. Но в Сочи он гораздо меньше по размерам, и здесь качество получше. В целом я очень доволен, прикольно, и всем, кто здесь еще не был, всем советую посетить это место. Открытие 5D кинотеатра станет еще одним шагом в формировании современной городской среды и укрепления статуса Грозного как динамично развивающегося центра притяжения для туристов. Ахмед Рамазанов, Саид Эмин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха, в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.